Под прицелом специалистов Ингушэнерго улица Албагачиева в Гамурзиево. Общий долг за свет здесь превышает 7 миллионов рублей. Рейд начали с первого дома. Комиссию гостеприимно встретил хозяин. У них во дворе сразу 2 счетчика. Сверили показатели. Долг оказался несущественным – 200 рублей. Глава семьи оплатил его на месте. Ваша задолженность полностью погашена. Вы даже 30 января заплатили 1000 рублей. В феврале заплатили 800 рублей. Очень приятно, что вы дисциплинированно очень платите за электроэнергию. У вас нет задолженности. Пропустили еще несколько домов, так как в списке должников они не попали. Следующие в очереди семья Албаковых. Дом под номером 7. Здесь по счетчику долг составил 470 рублей. Оплатить сумму семья предпочла на месте. Им выписали чек и квитанцию. Обычно 25-26 горгаза стабильно едко. Здесь горгаза показания даю лохач. Заодно света далось. Эга аттады фут. Ярхатса эйтер. Кезгез дали хана шидаты шош хам хаот. Ведаз замыч яхат. Адл дион. Чаш вожу пагаляться. Аз модион. Аз дирхам дасы. Москвошна гэ. Сейкаста яхаза хатса эйтер. Хай школдык дадал. Датсы дош ведад дац. Сабисы свет ёчи вяш ходы. Он маха кадар. Вот сан улица более 7 миллионов рублей задолженности. Так, это один из тех потребителей, который своевременно подает показания и своевременно оплачивает. Ему нахкезик дукахалшин теха, дебиторк аягервай, соответственно, дебиторк изгеханчил теха сбор, лучше это у нас способствует ремонту сетей, потому что у нас ветхие сети. Уже следующий дом под номером 9, и долг здесь уже более внушительный – 145 тысяч рублей. Сумма копилась не один год, уверяют сотрудники Ингушэнерго. Для проверяющих тишина в ответ на стук в дверь – дело привычное. Этот адрес взяли на карандаш, решать с ним вопрос будут другими методами. Следующий дом по списку 19-й. Задолженность этого абонента составляет 2500 рублей. На стук никто не отзывается, хоть перед двором стоит машина. По наблюдению сотрудников Ингушэнерго, автомобиль дорогой, а значит средства на погашение долга есть. Вопрос желания. Этот дом тоже взяли на заметку. Соседний адресат задолжал 60 тысяч рублей. Картина та же, стук проигнорирован. Если у человека образовался огромный долг, соответственно, мы идем навстречу, делаем соглашение о реструктуризации долга, так как человек сможет потянуть. И очень много выходов из положения. По злостным потребителям у нас ведется претензионно-исковая работа. Мы их подаем в суд, соответственно, для них это чревато. Будет накидываться и пеня, и услуги приставов. Ну, там сумма намного, и, соответственно, пойдет отключение от сети. Долги по свету нужно отдавать либо привыкать к частным проверкам. По словам сотрудников Ингушэнерго, должники идут на контакт только тогда, когда подача электроэнергии в некоторых местах сбоит или свет отключен. Но все должны понимать, что качество и доступность этого ресурса сегодня зависят напрямую от своевременных платежей абонентов. Смотря из-за оплаты, мы можем только произвести ремонтные программы. Не то, что там линии, там, и помимо этого еще есть сопутствующие еще трансформаторные подстанции, надо нам еще ремонтировать и каждый раз произвести диагностику. Именно все зависит именно от платежной дисциплины. Совместно с бытовое отделение делаем рейдовые мероприятия, отключение от сетей неплательщиков. Просто если бы сейчас своевременно все оплачивали за употребленную электроэнергию, нам намного проще было бы заняться именно ремонтными программами, ветхими линиями и все остальное. Часто из-за должников страдают добросовестные абоненты, ведь линия электропередач у всех одна. Чтобы искоренить подобный подход к потреблению ресурса, Ингушэнерго проводит подобные мероприятия. Рейды будут проводиться по всей республике. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.